Дорогой друг, через час я уезжаю. Благодарю за гостеприимство. 4 дня пролетели как одно мгновение. Это точно. Несмотря на ваши достижения в этой жизни, вы общаетесь со всеми на равных. Всегда доброжелательно, открыто. С вами можно поговорить на любые темы, многому научиться. Большое спасибо вашей супруге Заи и Беркуту, его семье, за помощь, за заботу, доброту. Мне запомнится, когда Беркут на горе, помните, там он сочинил стихи. Ворон, там, камень. И там на горе сидели два маститых поэта. Это так тронул меня. Тут он подбадривает нас. Да. Друг, давайте поговорим о книге. Спасибо, друг Дашням. Я никогда не думал, что Вот это буду переводчиком, но благодаря вашей книге «Афоризмы», вот я держу, я стал переводчиком. Для меня это новое амплуа, и хочется на этом не останавливаться. Хочу дальше продолжить перевод. Ваши афоризмы и философии жизни меня сильно вдохновили. Что перевод занял короткое время. Я знаю, что вы объездили почти весь мир. И хотелось бы познакомиться с произведениями ваших друзей-азиатов по миру. По афоризмам у меня вопрос. Еще какие книги имеются? Вот я держу 222 афоризма. вот и это как раз есть это. Да. Зеленая книга. Вот это Там, зеленая книга. Перевод. Якутская будет такая, вышла такая белая книга, белой книгой. Почему 222 афоризма? Не больше, не меньше. Объясните, пожалуйста, расскажите. Да. Я тоже обратно благодарю вас, что вы приехали сюда как раз во время нашего национального праздника Наадан. Это как раз вы именно попало в точку, когда надо приехать в Монголию. Очень многие приезжают, иностранцы, именно в это время. И мы, я думаю, что, как вы говорите, провели эти дни очень интересно. И нам, не только вам, и нам было очень приятно с вами побывать здесь. Что касается афоризмов, это такой жанр, что очень умоемкий и краткий предложение, в краткой форме можно изложить более глубже или более объемисто. А я прежде этой вашей и нашей белой книги издавал в Монголии мои афоризмы в двух книгах еще. Из этих двух книг я соединил и делал эту зеленую книгу, потому что это такая толстая, будто бы тоже есть еще 202 афоризмы в этой белой книге. Это почему выглядит такой толстый. А здесь я просто афоризмы на старомонгольском, на крилице, и русский перевод, английский и китайский. А в белой книге китайского нет, а вместо китайского якутский. Очень рад, что ты перевел и говоришь, что начинаешь как переводчик. Да. Переводческие дела твои, чтобы продолжать, тогда мне стоит еще больше и больше книгу слать тебе, чтобы ты стал настоящим переводчиком. А почему здесь 222? Ну. Это когда это 2, 3, 2 сложишь 6 получается.
Ну да. А 6 это дважды 3. Дважды 3. А 3 это Космос. число такое космическое, все объемливающее, все охватывающее, философское число для нас. 3. Божественная цифра. Ага, да. И мы вдвоем, когда в семье вдвоем, когда рождаются дети, вообще наполняется и дальше. Поэтому. Но я этой форме, этой книги очень рад, потому что это 3-2, будто бы наклоняется перед тобой вечно эти 3 человека. Вот видите, как, хотя это числа 2, но как будто человек наклоняется. Тогда не должно быть 223, 221, только 220. Именно, это да, если это, и для читателей, чтобы было просто ориентировочно, я разделил на 8 секций: жизнь, любовь, философия, общество и так далее. Так что я думаю, что из моей книги сделал правильно одну книгу, а вы перевел эту книгу на якутском языке. Это еще, я думаю, что вы правильно это сделали. Спасибо, друг. Так, я заметил особенности Монголии в эти дни. Здесь в Монголии небо другое. При закате земля и небо как будто сливаются. И еще в мире самые лучшие каскадеры на коне. Думаю, это монгол. Как-то так. Вот это очень хорошо. И еще у монголов скачки особенное место занимает. Скачки. Например, на Адаме, вот позавчера, скачка прошла по степи протяженностью 25 километров. Правильно? Это когда скаконы, да. Да, да. И черепцы тоже примерно 22 километра. Они... Прямо в одну сторону. Да. Бегают так. Лошадей. Еще в Монголии что-нибудь красное, что можете добавить? Но когда на Адаме ты заметил, как скачут эти наши скакуны, мы же это соревнование проводим в 3 возрастах лошадей. Первый жеребец на 220 километров, потом скакуны, кастрированные в смысле, да. Ата, по-вашему, да, ата, или как вы называете? Ата, 25 километров. Потом меньше километров, это другой возраст, 4-летний, 3-летний, 2-летний. А потом еще интереснее, по соревнованиям, мы еще не успели смотреть, это соревнование иноходцев. Иноходцы, знаете, под такой легкой шагом. Два ноги, два черепа. Да. Народном языке так. Вот это, конечно, самые главные соревнования на Адаме. Еще борцы, но борцов монголских уже знакомых. Борьба якутская называется Капсагай. Капсагай это родные. Капсагай только борются руками, рука с рукой, нога с ногой. А здесь у нас свободны все приемы. А как только достигнешь, рукой землю уже побежденный. У вас тот же самый Капсагай. Как тронешь рукой и все. Так что эти борьбы рожденные. Но из наших борцов еще чемпионы других видов, классических мировых видов рождаются. Например, сумо, единственная национальная борьба в Японии. А там же преобладают Монголии. 4 гиганта там в первых рядах стоят в Монголии. И они живут там в Японии. Живут там в Японии, они когда в приливе переезжают. А потом стрельба из лука, да. Это очень маленьких, с маленьких лет. А возраст там не ограничивается. Здорово. И там тоже 3 вида. Уранкайская стрельба, бурятская стрельба и халхазская. 3 вида, разнятся тоже.
Вот так. Вообще на нам это 3 игры уже раньше. Вот и стрельба из лука, и скачки и борьба. Да. Вот меня интересует насчет борьбы. Вот вокруг тренера борец, да, Ага. танцует танец орла или беркута, я не знаю. Да. И объясните, что за танец? Это вообще, иностранцы так называли, это танец орла, или там как танцем называли. Это вообще-то такое ритуальное движение перед борьбой. То есть тренер подбадривает борца, и борец себе концентрируется, когда делает эти движения вокруг тренера. Туда-сюда, вертится вокруг, будто бы он готов сейчас к борьбе. А мы-то тоже старались, как это, подражать этим борцам. Особенно у тебя очень хорошо получилось. Да. Когда это пейзаж у тебя такой глубоко синее небо, а ты действительно там орел. А это на Даме, когда же? А когда вы здесь танцевали, это тоже было круто. Это тоже. Видите, как это борцы вдохновляет нас, зрители. Так, вчера мы случайно встретили актера, который сыграл в фильме «Чингисхан», Андрея Борисова. Как его величать-то было? Это театральный наш, театральный. Он до сих пор в театре работает здесь? В театре работает, он же как раз... Ростом прямо 2 метра. 2 метра, но он еще... Оказывается, он знал меня. Он знает. Пришел ко мне, да, оказывается, ты знал его. Вас все знают, я вижу. В Якутии после, он здесь очень известный актер, и в основном он играет в кино. Я не знаю, главная роль тоже он не очень многих фильмах играл, но хорошо, что ты узнал его, и он был очень доволен, что его знает Якутии. И он передал привет Андрею Савичу Борисову. Он же сказал, обязательно надо передать. Андрею Савичу привет, передайте. Он играл роль не Чингисхана, не Джамуха, тогда получался кого? Хавулая или... Нет, Хавулая, он Чингисхан. Ну, из этих 9 богатиров Чингисхана, наверное, сыграл. Да. Я сейчас не помню эти роли. У меня друг есть, Юрий Бережнев, в Якутии, который снимал вот это фильм «Чингисхан здесь, в Монголии». Ага. И мы всегда, когда с ним говорим насчет фильма «Чингисхан», он всегда восхищенно Монголией всегда говорит. Например, во время съемки «Чингисхана» в Монголии наши якутские киношные операторы использовали тальник с иголками, которого на якутском языке называют караханет. Караханет и нелях талах ден. Во время цветения, которое издалека кажется как белый и пушистый снег, во время цветения, это с иголками тальник. А ветка кажется позолоченной. Это, расскажите про этого тальника с иголками. Что за такой интересный тальник с иголками? Имеете, что имеете в виду? Там в степи растет что? Растет, это растение ты имеешь в виду? Да, себе, да. Да. Но с иголками тальник. Тальник. Поэтому я говорю. Ага. Но я боюсь, что не точно тебе скажу, но в степи-то разные растения растут очень много. А именно это фильм в каком месте в Монголии снялись, я не знаю, но чем тебе интересно это растение? Дело в том, что я татинский, это Талак-Курдак Тахталарбыт, это моя родина, так называется. И там тоже. И у вас тоже растет этот такой тальник только с иголками. Вот и меня интересует. Ну ладно. Но поскольку я не ботаник, я не знаю точно. Да, хорошо, что... не могу это точно тебе рассказать.
Ну ладно, это потом Мгм. найдем ответ где-нибудь. Ну, это тебе больше у ботаников спросить или М. о скотоводу, скорее всего. Они все тебе Всё-таки у меня назовут такие каждое растение. Вопросы есть такие, очень меня интересует всегда. Санскрит – это древнеиндийский язык. Все азиаты считают себя носителями этого древнего языка. Ну, вкратце расскажите о санскрите. Но индийская культура самая старшая по сравнению с нашей цивилизацией, с нашей культурой, поэтому, естественно, это все культуры сливаются, влияют на друг друга. А для нас, для азиатов, тем более центральных азиатов, повлияла индийская культура, и много мы принимали у них понимания, понятий, выражений в санскрите. Потом это понятие мы усвоили, как вот и свой язык сделал. Очень много слов в наших языках просто не узнаешь, что это санскритские слова. Но ученые, когда раскрывают это не имели как-то корни этих слов, находишь, что это именно идет оттуда. Так что это естественно. И потом же мы, усваивая эти слова или понимание, понятия, потом можем еще передавать. И еще там преобразуется. Так что эти влияния. Вообще, следователи говорят, что арийцы, это выходцы из Центральной Азии, спустились вниз по земному шару. Там же в Индии образовались очень культура большая. Это я сейчас немножко запамятую. Они образовались в Индии, а потом они же обратно ушел в север. Тогда, получается, индо-иранская культура. Индо-иранские культуры все европейские там. Дальше. Так что по прохождению времени, истории, все это движение, большие круговороты культуры зарождаются и влияют друг друга. Так что мы... Это какая культура? Культура диктайская, додиктайская, диктайская культура? Это 10 тысяч... Ну, параллельно, когда это параллельная культура образуется, тогда индийский это великая культура, и рядом китайский, а потом там греческий, еще до из греческой культуры, это индианский, сливались все это. Вот, так что Спасибо. Сейчас и у нас, вы знаете, сколько в нас, да, европейской культуры, и азиатской культуры, все. Мы тоже в себе перевариваем эти культуры. Спасибо. У нас в Якутии насчет руны идут глубинные разговоры. Всегда вот. Руна, этих рисунков, знаков, когда история этих рисунков, знаков, когда начиналась? Ну, когда это же в руне, когда-то самые первые на Архоне раскрыли дринцев, и мы же руна письменность носители, вы особенно, я думаю, что у вас эта письменность сейчас и возвращает, очень используется. А потом носители ушли туда, в Европу, потом в Скандинавию, там. А тут это название обратно в рунной письменности. Так что это где образовалось. Но можно, не знаю, параллельно, может, там и везде, очень многих местах такие письменности. Человек сначала вообще изображение, как китайские иероглифы, не буквы звучащие, а какой-то рисунок рисует. Это, если человек какой-то такой, как наши на крыльце Эйл, такой с двумя ногами, например, вот это один из таких, но отличие от
китайские иероглифы, там однозначно звучит каждый знак. Интересно. А там китайские иероглифы, один из знаков рисунок по 4 разному звучит, можно звучить. Ну. Так, мы сегодня, не сегодня, сейчас 3 часа ночи сейчас. Получается, вчера мы были у пастухов, которые пасут барана. Это ваши друзья или родственники, я и так не понял. Но, например, я первый раз в юрте был, в монгольской юрте. Спасибо им за теплый такой прием. Я, как живут монголы в степи, на природе увидел своими глазами. Это уже, как сказать, большой праздник. Вообще-то это было мне настоящая степь. Под горе, под Улан-Батором они живут, но под Улан-Батором, от Улан-Батора выезжая на 30-40 километров, уже начинается это наша сельская жизнь. А мы вчера поехали туда к ним с родственником, который он водил нашу машину. Он как раз родственник этой семьи. И они поэтому его так радостно встретили. Заодно нас тоже, поскольку мы вместе приехали. А хозяин этой семьи нам очень хорошо рассказал, как они живут. А они вообще приехали из далекого Упсунурского аймака. Потом прожили, говорят, что там Джергаланде какие-то провели время, потом приселились сюда. А у нас тоже это настоящая монгольская жизнь. Мы перекочуем с одного места на другой. Это из-за корм скот. Это здесь из нашего пастбища. Они переходят на другой пастбищ и загоняем за скота там, где вообще раньше думали, чтобы было скотам очень хорошо, да, жилось. А потом люди за скотами. А сейчас люди им жились хорошо, и скота перегнали в хашаре там, в заборы. Шофером, который... Не шофер, а он же советник горсовета, городского хурава. Ух ты, сразу видно же, такой он деловой, так, как сказать. Он настоящий монгол. Он про вас рассказывал такие хорошие информации, его очень уважает. Он же у меня сосед, он всегда, когда другим меня похваливает, это, любовь. Раз человеку хочется так. Я ему рассказывал, что в 19 веке монголо-малой. Тогда переселился в долину Туманды. Да, в Якутии как-то они попали, и с автохтонными нашими предками у меня получилось новые этносы. Но он сам из Западной Монголии. Может быть, больше роднее с тобой, чем я. И он согласился этот. Да, по-моему, да. Так, а по пути, да, мы смотрели дойку кобылей. Это очень интересно было, потому что меня удивило, как спокойно они стоят перед доением. У нас не так. Приехала икки түнен бағаналар быстырынан қолдарын үстін келдері мараннар, бие атаған бая мараннар, биені кызлар. А здесь очень спокойные, они как и домашние, что ли. Нет, у вас тоже домашние, но у нас более обученные. Поэтому они очень привыкли к хозяевам. А потом мне понравилось, что они привязали жеребенка среди деревьев. А там же иногда очень поджара, так жеребенком очень трудно бывает. Потому что они-то не питаются молоком матери, и там за перевязью придерживаются. А
Очень жаль, что мы подошли к ним не с той стороны, как она доит. А мы немножко с другой стороны, поэтому не видно имя или как доит она. А мы просто с другой стороны. Но тем не менее мы смотрели, как доют, как мирно стоит там кобыле. Все это... А ты мне тоже рассказал, что как у вас там более дикий, чем у нас кобыли. Ну ладно, уже скоро 4, а нам надо уже... Ну, да. Да. Поэтому еще раз спасибо вам большое. Я очень доволен, что приехал в Монголию. Так что Ну, приезжайте еще и еще раз. будем рады дальнейшему сотрудничеству. И, пожалуйста, напишите автографы. Вот. Да. Вот. Это мой последний роман. «Большой круг» можно или «Большая судьба». А здесь я рассказал, кстати, один пьяный монгол обращается к Якуту и что-то высказывает. Я примерно как-то тебе перевел, но ты переведите там своим друзьям. Так что... Давайте еще раз поблагодарим Марии Дмитриевне, издательства «Алас». Это очень здорово. Передайте привет всем. И это Якутии вас очень уважают, поэтому можете передать привет. Марии Дмитриевне большое спасибо. Я как раз о сотрудничестве ты говоришь. Я думаю, что я буду с ней очень долго и хорошо, плодотворно будет работать. А как раз она начала в новой серии изданий. А там зарубежные писатели. А там, я думаю, что еще и мои друзья из других стран азиатских, наверное, туда пойдут. Вот это наша и им тоже я скажу, что там такая хорошая серия. И подпишу, конечно, другу. И потом я хочу, вам желаю больших успехов и счастья. И почаще переезжайте. Когда мы, как люди, приближаемся, на этой дружбе растет очень много разных красивых цветов. Это цветы жизни. Давай я еще раз похвалю или расхвалю. Вот вы здесь на английском разговариваете, на монгольском разговариваете, на русском разговариваете. Вы одновременно как-то все эти языки так хорошо владеете. Тремя языками, как будто это русский язык, монгольский язык. Ну, нас всего лишь 3 миллиона 500 тысяч, очень мало численности народ, а нам надо общаться во всем мире, так что надо обладать минимум 4 языками. А я обладаю только 3. Сейчас 4-й какой? Нет, минимум, я говорю, монголом стоит, обладать минимум 4 языками, иначе мы не можем общаться с миром. Так что я постараюсь общаться с друзьями. И у вас очень хорошо получается. Ну ладно, дорогой друг, спасибо. Да. Майрамдал, Руяйхал. Руяйхал. Тебе Мактау. Вам также до встречи. Да.